Здесь пираты, богатыри, петрушки, девочки, в основном принцессы. Праздничная программа началась еще до спектакля, а потому успели и размяться в танце, и показать смекалку в отгадывании загадок, после чего по традиции громко звали Деда Мороза. А вот зажечь елку получилось не сразу. Это проделки ледышки и мистера Сугроба. Они хотели быть похожими на Мороза и Снегурку, но только все испортили. Новогодний дедушка пожелал героям и детям оставаться самими собой. Ведь каждый из них уникален, и у каждого юного гостя на елке головы свой жизненный путь. Мы и строится прическа. У нас детки умницы во всем. У нас есть спортсмен. Вот. Одни первые места у нее, умничка. Уже какой разряд у тебя, расскажи сама. Третий взрослый. Третий взрослый. А лет 10. тебе? А 10 лет ей всего, умничка. Вот это у нас умница, участвует во всех творческих конкурсах. Лауреат многих конкурсов. Республиканских конкурсов изобразительного искусства. Это у нас две Катюши. У них хорошие результаты в музыкальной школе. Только в официальном банке данных региона 6 тысяч одаренных детей по всем направлениям. И их становится больше. Увеличивается и поддержка талантов. В этом году в каждом муниципалитете создан центр для одаренных детей. У нас 11 призеров федерального уровня в этом году олимпиадных. Это очень большой результат для республики. Всего порядка 200 талантливых одаренных участвуют. По исследовательской линии много спортивных достижений, много достижений в области культуры и искусства. Гимназия искусств при главе Коми – оазис культурных дарований. Артисты, музыканты, певцы, танцоры прославляют республику и на российском уровне. При этом успевают и учиться на отлично. Я играю на фортепиано, участвую в всяких конкурсах музыкальных, по пению. Мы ездили в лагерь этим летом, и там мы выступали в Анапе на День города. Я уже 3 года отличница. Я играю на флейте. Георгий Антонов – человек молодой, серьезный, но с чувством юмора. 4-й год занимается в студии «Театр Плюс» при РЦДО. Любит веселые, задорные роли. Но амплуа на будущее – экономист. Я сказки все позабывал, но в сказке главное начало. Лишь вспомнишь первые слова, глядишь, а сказка-то жива. Каждый год на главную елку приезжают новые таланты республики. На доске желаний школьники оставили свои мечты в рисунках. Дед Мороз, как правило, исполняет каждое. Хочу, чтобы нас в деревне поставили огромную, большую, красивую елку, чтобы она горела ярко и целый день. Деревня Рочево, Устилимского района. Я занимаюсь лыжным спортом. Я желаю, чтобы у меня были всегда первые места. Я рисую кошку, потому что я всегда хотела домашнего животного. Почти в роли сказочного сюрприза заглянул на елку настоящий Николай Валуев. Экс-чемпион мира по боксу сразу стал объектом фотосессии. Признался, что давно привык к такому вниманию. К детям он имеет прямое отношение, как один из ведущих телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Спасибо, Дедушка Мороз. Пожалуйста, Здравствуй, Снегурочка. Здравствуй, мальчик. Нет, уже не мальчик, уже дядя Коля. Ставить себе всегда новую планку – это напутствие от Николая Валуева. А главные слова в этот день прозвучали от руководителя республики. Что вы умные, послушные, вы очень любите своих родителей. Вы их ничем не подводите? Нет! Молодцы. Они вами гордятся? А что так не смело-то? Я хочу, чтобы так было и дальше. Чтобы вы сделали все, что от вас зависит. И чтобы ваши и бабушки, и дедушки, и папы, и мамы, и братья, и сестры, и ваши друзья, и родные, и близкие, и вообще все, кто будет встречаться вам на жизненном пути, могли бы получить от вас частичку счастья, частичку доброты, частичку позитивного настроения. Ольга Коняева, Павел Люлянмин, телеканал «Юрган».